МГПИ гордится своими студентами. В стенах нашего института выросла целая плеяда знаменитых спортсменов, в том числе российский легкоатлет, действующий рекордсмен мира по спортивной ходьбе на 50 километров, двукратный призер Олимпийских игр, вице-чемпион мира 2011 года, заслуженный мастер спорта России Денис Нижегородов, который часто посещает наш институт. Он даже участвовал в гала-концерте фестиваля «Студенческая весна-2014». Нам удалось взять интервью у знаменитого спортсмена, полный вариант которого вы можете прочитать в свежем номере газеты «Студенческий проспект». А я бегал, мне нельзя было даже играть, отец мне запретил это, потому что, дабы избежать травм, он говорит, ты готовишься, ты в хорошей форме, сейчас ты поиграешь, по ноге стукнут, и все. И, то есть никакой игры. Все уже, то есть учась в школе, уже как-то серьезно так относились к этому. И когда наступали каникулы, многие разъезжались, уезжали в деревня, там их просто людей, а летом совсем не соберешь. Они приходили осенью, никакие, их опять надо всех восстанавливать. А у нас, как каникулы наступали, у меня 2 тренировки в день, сразу. И никаких бабушек, дедушек, все, ты работаешь. Есть время, появилось от учебы свободное. Надо усиленно тренироваться. Институт развивается, не стоит на месте. Видно, что и база научная тоже стала выше. Я вижу, что здесь идет рост. И педагоги совершенствуются. Они, там, те, кто раньше были, допустим, кандидатами, многие защитились, стали докторами. То есть уровень, рост идет. Когда соревнования проходят, 2 раза в году у нас проводится чемпионат Мордовии. Съезжаются со всех районов, все филиалы везут своих учеников, воспитанников. Чогин всегда присутствует на этих соревнованиях. Он видит молодых детишек, они ходят, и он рядом стоят как адъютанты тренера, и он такой, так, мне интересует вот этот мальчик, там, допустим, вот эта вот девочка, да, откуда они, с какого района узнать, в какой семье живут, благополучно, нет ли, как у них там с питанием, что, сколько занимаются уже, да, там, и, в общем, и он, если там потом уже с родителями переговаривается, если он очень заинтересован человечком этим, да, он уже забирает его в свой центр олимпийской подготовки в Саранске, устраивает школу, здесь его кормят, обстирывают, то есть все полностью, режим, да, тренировки, учеба, все это совмещает, но уже под его контролем, здесь, рядом, и они человека не теряют. И потом из них вырастают чемпионы мира, призеры и чемпионы Олимпийских игр. Школа работает. Все люди как люди, а мы тут пашем, он говорит, надо, это потом тебе поможет. И вот после Афин вернулся, когда там у меня был тяжелый такой момент, когда в бессознательном состоянии финишировал, я приехал, я понимал, что, может быть, вот где-то вот там, в школе он еще заложил вот это. И он всегда говорил, надо пахать. Будешь пахать, у тебя все будет. Не будешь, ничего не получится. И я приехал после Афин, обнял его и говорю, спасибо, отец. И теперь я понял, зачем ты меня так гонял. Хотя тогда мысли возникали, ну что же это такое? Он просто как не любит, что ли, своего сына, там нещадно вообще, как садизм какой-то. Бегаешь, зимой мороз, ветер сильный, пурга, люди едут на машинах, сигналят, кто покажет, да, кто дверь откроет, скажет, садись, подвезу, что за... Собак нет, ты бежишь. Мы уйдем, у нас филиал работает, у нас постоянно обновление. Мы вчерашний будем день, да, у нас будущее, придут на наше место другие ребята, школа живет, работает, это как пирамида, они выстроили, везде поддержка. И, соответственно, сейчас уже финансирует не только бюджет Республики Мордовия, как это было изначально. Базу вот нашу построили за счет республиканских средств. Сейчас уже строят, вот вы видели, огромную вот эту базу. И все вот это вообще, всю структуру держит уже бюджет федеральный. Поэтому мы и так развиваемся. То есть у нас пошли результаты. И Мутко, министр спорта, он сказал, я не буду делать 10 центров олимпийских подготовки. Зачем? По всей России. Вот он есть в Саранске. Есть Чогин, тренер. Кто там самородки где-то появится в каком-то регионе, они приедут сюда и будут здесь заниматься. Давайте сделаем вот так вот. И все. Поэтому мы заняли свою нишу. У нас в Мордовии сразу ходьба. Борьба и ходьба. Все. И мы вот, а ходьба вообще у нас. Чогин главный тренер по спортивной ходьбе в России. Ну, нравились мне лыжи, биатлон очень нравился, смотрел. Но сам, если честно, лыжи особо не люблю. Для меня это как, знаете, нет свободы в том плане, что ну, эти лыжи, я сам легкий по себе. И когда лыжи на мне, это очень тяжело. Лучше работать своим весом, своим телом. А когда вот это лыжи, палки, тут все, снег, нет, не мое. Смотреть люблю хоккей очень. Очень. Мне нравится эта игра, такая динамичная. Такая, знаете, противоположность спортивной ходьбе на 50 километров. Прям, да? Ведь у нас многие зрители смотрят, приходят на старт посмотреть. И через 4 часа, грубо говоря,
через 3 придут посмотреть финиш. Все. Это только фанаты стоят и выдерживают всю вот эту дистанцию смотреть. Это тяжело. Это не так зрелищно. Ну вот идут. Вот. Организм постепенно нагружается с каждым километром. И под финиш уже происходят всякие чудеса. Что только не бывает. А какое впечатление, на первый взгляд, производит студент физической культуры? Вот заходишь, и прям вот эта ностальгия. Я помню, как в 98 году мальчишка сюда пришел. Вообще, если учесть то, что я учился и жил в селе, я уже оказался в 98 году в городе. Это уже сильно так глобально. Такое событие, как поступил на факультет физической культуры. Я не знал, что меня ждет, как-то волновался, переживал. Все это казалось так страшно даже, да, немного. А потом здесь дружный коллектив, хорошие преподаватели, как-то все вжились, вработались, стало интересно. Но я год только учился на дневном, потом перевелся на заочное, потому что, выиграв кубок, забегая вперед, да, Кубок России по спортивной ходьбе в Чебоксарах, подошел ко мне полковник ВВС, Уфа, там спортивный клуб армии у них находился. Впоследствии он был расформирован, недальновидный политик, недальновидный наш министр бывшей обороны Сердюков расформировал же все спортивные клубы. А представьте, там у них тоже какая история. Когда там на стендах, там наши все достижения, там, я у них дослужился до лейтенанта, 10 лет там проходил службу по контракту, и потом раз, в один миг, и все. А пединститут остался, видите, хорошо, что... И рад вас приветствовать. Да, и прям приятно входишь, так, ностальгия. А помимо спорта у вас есть какое-то увлечение еще? Ну, люблю путешествовать, люблю просто вот на природу куда-то. У нас в Мордовии такие красивые места. Мне очень нравится Краснослободский район. Конкретно даже скажу место, где мне очень нравится отдыхать, бывать. Авгура, Старый Авгура, Краснослободский район. Там такой лес. Там раньше был огромный пруд, но потом плотину прорвало, он ушел. Сейчас его заново восстанавливают, там все. Планируется там база отдыха, скоро будет, ее будут строить. Места удивительные, просто удивительная фантастика. Я думаю, что у каждого профессионального спортсмена есть одна мечта. Это быть олимпийским чемпионом. Два раза участвуя на Олимпийских играх, я был рядом и не попадал в ту точку. Конечно, мечта еще... Ну, сейчас вот травмы меня одолевают, конечно. Я думаю, что врачи помогут. Немецкие специалисты у нас хорошие. Но они пока не совсем справляются с тем, что надо. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. И, конечно, вернуться и выступить еще раз на Олимпийских играх. И это мои мечты. А как получится, только Богу известно. Олимпийское золото – это мечта, да. Мировой рекорд есть. 2 олимпийские медали есть. Но это только призер. Нет, золото самое главное. Первое место. А что вы можете пожелать, какие-то дать советы, напутствия юным спортсменам, которые обучаются у нас? Я хочу пожелать, во-первых, здоровья, чтобы они, занимаясь спортом, относились к этому серьезно, потому что не бывает так, нельзя совместить и спорт, и там какие-то развлечения, и все это вместе, отвлекаться, будешь распыляться, ничего не получится. Целенаправленно идти к своей цели, слушать своих тренеров обязательно, режимить и выполнять все так, как они говорят. Многие еще стремятся сделать больше, чем говорит тренер. Я вот тоже им хочу сказать, не надо. Тренер знает, и он правильно дозирует. И не надо делать выше что-то, больше, потому что это может привести к травмам. Тренер – это специалист, и он знает, сколько нужно нагрузить организм для того, чтобы был тот или иной результат. Поэтому четко выполнять команду.